Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на частоте 105,9 FM на территории Северного Крыма, а также слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц утром в 8:35 и в обед в 13:10 по крымскому времени, тоже с понедельника по пятницу. Ну а круглосуточно нас еще можно читать на сайте Крым Реалии. Также смотрите наши программы в прямом эфире на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Ну а о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса? Итак, мы будем говорить о смерти Сталина. Умер Иосиф Сталин, генеральный секретарь ЦК КПСС. И одновременно, фактически диктатор всего Советского Союза. Умер он 5 марта 1953 года. Дата от нас отстоящая достаточно далеко. Казалось бы, почему мы об этом говорим? Но, во-первых, по оценкам правозащитного общества «Мемориал», около 30 лет, которое занимается сбором архивных данных и воспоминаний о тех воспоминаниях тех людей, которым удалось выжить и пережить те времена. Так вот, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 миллионов жителей Советского Союза. Можно также говорить и о многих-многих миллионах, жизнь которых могла бы сложиться совсем по-другому, если бы не господин Сталин и не весь этот коммунистический режим, который управлял государством. А все это имеет свое продолжение. В Симферополе 5 марта крымские коммунисты возложили цветы к мемориальной доске советскому диктатору Иосифу Сталину по случаю 66-й годовщины со дня его смерти. Как сообщает пресс-служба Крымского отделения Коммунистической партии России, коммунисты отметили, что они в этот день провожают в последний путь и нобелевского лауреата Жареса Алферова, который неоднократно приезжал в Крым и поддерживал крымских коммунистов. В памятном мероприятии приняли участие ветераны партии, вооруженных сил, коммунисты, жители города Симферополя, представители общественных организаций. Ну и также коммунисты почтили память Сталина минутой молчания. В Красногвардейском районе Крыма по случаю годовщины смерти Сталина, коммунисты провели круглый стол. Участники отметили большую роль Иосифа Сталина в строительстве первого в мире государств трудящихся, а также выдающийся вклад в победу Советского Союза в войне и восстановление разрушенного народного хозяйства. В Севастополе 5 марта около 60 коммунистов провели акцию у мемориала защитникам Севастополя. Традиционно на митинге звучала и песня «Верните Сталина» севастопольского поэта и композитора Сергея Курочкина, фрагмент которой этой песни мы сейчас и услышим. И Сталин, ясный сокол, смотрел на Севастополь, на привокзальной площади стоял. Верните Сталина на площадь привокзальную, он город из разрухи поднимал. Ну и также выступал на этом митинге первый секретарь Севастопольского отделения Коммунистической партии России Василий Пархоменко. А вот что ранее он говорил на городском собрании, которое было посвящено не дате смерти Сталина, а дню рождения Сталина. Представьте себе, что прирост промышленности в советский период времен Сталина составлял 14-15%. Чтобы вы прониклись этой цифрой, я вам скажу, что никогда, нигде, ни одно государство в мире, ни до этого, ни до сегодняшнего дня таких темпов роста не достигало. Ну, то есть, говорил он, конечно же, и про Вторую мировую войну, про Великую Отечественную войну, как он ее называет, и о том, что там, если бы не было бы Сталина, то не было бы никакой победы. Но вот интересна, конечно, эта риторика, потому что не только войной, даже в Севастополе живут, но также говорил о каком-то невиданном экономическом росте. Мы сегодня попытаемся обсудить, что вообще первично, ну, не курица или яйцо, а вот тоталитаризм и Сталин, и потом аннексия Крыма для современной России. То есть была бы, возможно, аннексия Крыма в 2014 году, если бы снова не стали вспоминать Сталина. Или Сталина стали вспоминать уже просто как один из элементов истории, и не только благодаря ему произошла российская аннексия украинского полуострова Крым. А беседовать мы будем сегодня с самыми разными людьми. Сейчас с нами на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Игорь Борисович, но вот тут, конечно, немного такой философский вопрос, но тем не менее, на ваш взгляд, вот российское общество, оно сейчас потому такое, это из-за Сталина произошло, или просто вот оно такое, и поэтому сейчас к себе призывает, ну, некоторые люди в этом обществе, или многие люди в этом обществе, они себе призывают на помощь образ Сталина? Но вы знаете, уже сразу несколько вопросов прозвучало. Меня подключили к вашей программе 3 минуты назад. То есть вы И слышали, да? Да, я слышал, да, концовку и комментарии ваших слушателей о том, сколько можно спорить о Сталине. Ну, зачем, ну, хватит уже, давайте закончим, да. Я бы с удовольствием присоединился к этим рекомендациям, предложил бы закончить при одном условии. Нельзя механически запретить. Для того, чтобы закончить эту дискуссию, я предлагаю одну простую вещь. Руководитель российского государства, президент, должен официально назвать количество жертв сталинских репрессий. Если это будет названо, то дальше спорить будет бессмысленно, потому что это десятки миллионов людей. Неудивительно, что эти данные до сих пор являются самой главной тайной. Неудивительно, что эти цифры не открываются и не сообщаются, поэтому дискуссия продолжается. Что же, если как-то вот вообще оценить Сталина, все-таки кто он и чего он заслужил, и чего он стоит? Как ни странно, я бы сказал, что в некотором смысле он является победителем. Почему? Вот смотрите, в советское время главными героями советскими были Ленин и Сталин. Это самые великие руководители. Почему? Потому что они боролись против эксплуатации, они боролись против социальной несправедливости, они боролись за социализм и коммунизм. Но вот рухнул Советский Союз, и мы строим капитализм, социальное неравенство, частную собственность, эксплуатацию, и опять Ленин и Сталин являются нашими главными героями, или нам хотят предложить сделать этих людей главными героями, потому что никакого социализма не строилось, это был режим личной власти, который выдавал себя за социалистический, а сейчас он вообще никак себя ни за что не выдает, у него нет идеологии, он мучается, он не может себя назвать. Но эта система, это называется вертикаль. Если в нормальном обществе власть так или иначе учитывает мнение народа и его реализует, то в нашей стране с 1917 года народ обязан выполнять волю власти. Это было при Сталине, это происходит после Сталина, это происходит в Крыму, это происходит в России. И здесь не вина народа, с моей точки зрения, а беда народа и несчастье, потому что народ не может поступить иначе, он не может противодействовать этой системе. Все, что спрашивают человек, который сидит в тюрьме, а что ты сидишь в тюрьме? А куда ему деваться? Он заперт, он закрыт со всех сторон. Поэтому здесь ответственность на власти то авторитарной, то тоталитарной власти, которые держатся на Нацгвардии, на ФСБ, на ЧК, на МВД, которая держалась на НКВД, на репрессиях и так далее, и так далее. Может, я еще одну цифру все-таки назову, потому что количество жертв, вот повторяю, что это должен назвать руководитель государства. Вот мемориал назвал 12 миллионов, но это не точно, потому что Ленин и Сталин организовали 3 искусственных голодомора в нашей стране, которые сопровождались каннибализмом, это никогда не было в русской истории. И в ходе этих 3 голодоморов, а последний был после войны в 1946-1947 году, в общей сложности самой страшной голодной смертью умерло 14,5 миллионов человек. Это невиданное преступление, но об этом же почти не пишут, люди этого не знают. Это помимо вот этих 12,5 миллионов человек, которые стали жертвами политических репрессий со стороны сталинского режима. Я не знаю, что считал мемориал, а 6 миллионов депортированных, количество депортированных людей, народов, 6 миллионов человек, некоторые народы целиком, там крымские татары, некоторые народы частично, 6 миллионов было депортировано, это одно страшное преступление, другое это голодомор, а третье это ГУЛАГ, сколько прошло через ГУЛАГ, этой цифры вообще нету. Ее нет или она есть, но просто-напросто она не озвучивается? Конечно, можно быть уверенным, в архивах КГБ должно это храниться. Хотя вообще советские архивы у нас говорят об архивном ГУЛАГе, о том, что в архивы нельзя проникнуть, мы не можем прочитать документы. Собственно, наша собственная история является для нас самой большой тайной, самым большим секретом. Но мы точно знаем, что не только документы закрыты, мы знаем и то, что до 1991 года
Советский Союз был единственным государством, который уничтожал документы в собственных архивах. Мгм. То есть их, может быть, даже и нет, этих документов, да, которые могли бы помочь установить точное количество жертв сталинского режима. Ну, вопрос открытый. Если мы там не были, мы можем Мгм. только гадать и предполагать, но ясно, что речь идет о страшных преступлениях. Если бы мы же не скрываем полет в космос, мы не скрываем первый спутник, да, а вот здесь почему-то как-то вот тихо и нельзя получить документы. Видимо, они полностью дискредитируют режим, и для тех, кто сегодня еще бегает с портретами Сталина, вот если им все это рассказать, если они это узнают, если они поймут, как их обманывают, ведь у нас в стране не только нет семьи, которая не пострадала бы в годы Второй Великой Отечественной войны, у нас нет семьи фактически в старшем поколении, которая не пострадала бы от ленинских и сталинских репрессий. Игорь Борисович, а вот скажите, вы говорите о том, что вот если были бы названы эти цифры, да, вот была бы поставлена цифра репрессированных людей, цифры пострадавших людей от сталинского режима, была бы поставлена вообще точка. Но вот я смотрю, что в 2017 году Левада-центр проводил опрос об отношении россиян к сталинским репрессиям, и тогда, согласно данным их опроса, только 39% россиян, знающих о репрессиях, считали их преступлением, то есть знающих о репрессиях. Четверть респондентов объясняли сталинские репрессии политической необходимостью, а 36% готовы оправдать человеческие жертвы достигнутыми в сталинскую эпоху результатами. И тут у меня возникает вопрос. Может быть, действительно просто-напросто, то есть люди знают, но при этом все равно считают господина Сталина победителем. И как бы, ну, то есть, и позволяют ему делать, и да, бог с ним как бы со Сталиным, с этой историей, но, видимо, это же экстраполируется и на современную жизнь, и то же самое, может быть, современное общество российское готово простить современному руководству и человеческие жертвы, и все остальное, если будут показаны какие-то результаты. Вы знаете, конечно, я немножко так фигурально высказался метафорически, вот назовите цифры, хотя мне трудно представить, если бы выступил, допустим, 5 марта президент Российской Федерации и сказал: братья и сестры, соотечественники, сталинский режим, ленинско-сталинский режим уничтожил 60 миллионов человек. Ну как после этого спорить, как можно после этого Сталина превозносить? Но кроме цифр есть еще и другие как бы вторичные компоненты. Ведь когда вы говорите об исследовании Левада-центра, хотя сами они считают, что они изучают общественное мнение, они изучают не общественное мнение, они изучают эффективность пропаганды. Это разные вещи. И мы не раз оказывались в такой странной ситуации. Вот, например, когда Запад ввел санкции против России за Крым и за действия против Украины, то Запад не сопровождал свои решения информационной политикой. А в России информационная пропагандистская политика очень жесткая, очень активная. И в результате рейтинг президента нашего не упал, а вырос, потому что нам сказали, это враги, это происки против нас. То есть важно, как трактовать факты. Но когда нет ни фактов, ни правильной трактовки, тогда люди оказываются в совсем сложном положении, им очень трудно разобраться. И это не их вина, это их беда. Да, но тем не менее, Игорь Борисович, на ваш взгляд, возможно ли повторение в современных условиях, вот в 21 веке, если есть такое принятие методов Сталина, ну, по крайней мере, словесное? Вы говорите, что это, ну, влияние пропаганды. Ну, может быть, это и влияние пропаганды просто, но тем не менее, если вот есть такое принятие таких методов, возможно ли повторение таких репрессий уже теперь в нынешних условиях? Вы знаете, ну, я могу ответить на ваш вопрос. Вопрос серьезный, поскольку я занимаюсь неформальным изучением российской истории, я знаю, почему рухнул сталинизм и почему Хрущев распрощался со сталинщиной. Потому что сразу после смерти Сталина, уже в мае 1953 года, а потом второе восстание было в июле, значит, в Воркуте и Норильске было поднято два мощнейших восстания в ГУЛАГе. Узники Воркутинской зоны шли, примерно 100 тысяч заключенных шло на Воркуту. И они хотели взять радиостанцию и обратиться к миру, обратиться к советскому народу. Об этом знал Хрущев. Сначала против этих повстанцев бросили вохровцев, которые сделать ничего не могли, разбежались. Потом танки, которые увязли в тундре. А потом, в конце концов, военная авиация их бомбила.
Так вот, почему я об этом говорю? Потому что Хрущев, который, кстати, восстание подняли бандеровцы, которые сидели, и власовцы, которые сидели в ГУЛАГе. Евген Грицак поднимал это восстание. Мой друг, который мне подарил свою книжку об этом восстании, и Игорь Доброштан. Так вот, когда Хрущев всю эту информацию получил, он понял, что невозможно будет удержать людей, и что второе, третье, четвертое восстание, они дойдут до Москвы. И не 20-й съезд обвинил сталинизм и стал распускать демонтировать сталинщину, а восстание в ГУЛАГе. Народ решил, народ поднялся на свой протест. И к чему это говорю? К тому, что если бы сегодня попытались повторить сталинские репрессии, то власти знают историю. Это история, которая в школьных учебниках не прописана, но, в общем-то, они это знают. Хотя в то же время есть и другая информация. Несколько дней назад читал интервью бывшего охранника Ельцина, который написал, что у него спрашивали, а вот народ выйдет на площадь, там 100 тысяч выйдет в центр Москвы, 200 тысяч. Он говорит, а я, говорит, разговаривал с одним генералом, спрашивал у него, а тот говорит, а я, говорит, заказал 20 шмелей, установок шмель, которая сжигает протестантов, если они будут действовать. Поэтому вот и такая есть версия, но то, что я говорю, вытекает из истории, из документов, которые я изучал. Поэтому может ли быть сегодня повторение сталинщины? Я думаю, что это очень чревато, это очень опасно для власти. Поэтому она так и действует в Украине, потому что она видит там альтернативу своей системы и своему режиму. Спасибо вам, Игорь Борисович. Игорь Чубайс, российский философ и публицист, был на скайп-связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о годовщине смерти Сталина. Он умер 5 марта 1953 года, но мы продолжаем говорить об этом, потому что и в том числе в аннексированном России Крыму проходили памятные мероприятия. Там, например, в Симферополе коммунисты возлагали цветы к мемориальной доске этому самому советскому диктатору Иосифу Сталину. В Севастополе коммунисты провели акцию у мемориала защитникам Севастополя. В Красногвардейском районе Крыма даже коммунисты провели круглый стол. Все это, конечно, знаете, если бы это были бы какие-то исторические круглые столы, это было бы объяснимо. Но все-таки есть какие-то определенные события в истории, и там собираются ученые и что-либо обсуждают. Но здесь нет. Здесь люди приходят именно как к объекту поклонения. То есть приносят цветы, говорятся громкие речи о том, что умер вот такой вот великий человек, которого они очень часто говорят об этом, им не хватает современной жизни, который вот пришел бы там бы и навел бы порядок, ну и так дальше. И все это происходит после 2014 года, все это происходит в Крыму, где благодаря господину Сталину, из-за его воли господина Сталина, было выселено сразу несколько сотен тысяч человек. И был выселен целый крымско-татарский народ. И очень многие люди погибли еще в процессе депортации. И сейчас очень интересно наблюдать, в кавычках, что называется, интересно, да, за всем тем, что происходит вот этими отмечаниями дня рождения и дням смерти господина Сталина. С нами на связи Абмеджит Сулейманов, член Меджлиса крымско-татарского народа, координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа. Абмеджит, приветствую вас. Здравствуйте. Меджит, но ваше отношение, вот насколько, на ваш взгляд, нынешняя администрация российская, которая контролирует территорию аннексированного Крыма, насколько она вообще работает на то, чтобы сделать вот образ Сталина, знаете, каким-то таким, ну, если не романтическим, то во всяком случае позитивным? Или этого вообще не надо делать, и общее такое восприятие Сталина, оно, на ваш взгляд, на территории Крыма есть таким позитивным? Если мы посмотрим сущность Российской империи, то она как раз-таки укладывается в те понятия и те действия, которые проводил Сталин. Сегодняшние действия российской власти такие же узурпированные, как это было во времена Сталина. Многие те, которые говорят о сильной руке, о желании, чтобы появился такой, как Сталин, им надо было просто пожить в то время, чтобы их дети голодали, чтобы когда они пошли сорвать колосочек, оставшийся после уборки, за это кого-то расстреляли, кого-то отправили на 10 лет. Я думаю, что тогда бы они бы по-другому все это понимали.
Ну и, к сожалению, сегодняшняя зомбированность населения, которое говорит, что вот украинцы наши братья, мы не хотим с ними воевать, но идут голосовать за Путина, а это не что иначе, как поддержка той политики, которую проводит президент Путин. Это, то есть, практически то же самое сталинское направление, которое было в 30-х годах. Ведь если мы посмотрим по истории, то, наверное, больших палачей и узурпаторов, чем Сталин, найти тяжело. Его даже с Гитлером сравнивать нельзя. Например, украинский народ, насчитывающий 81 миллион человек, после сталинских репрессий сократился почти на 50 миллионов. Вот в этом-то и вся суть сталинской политики. И сегодняшние люди, которые кричат в Крыму о свободе и обо всем остальном, и в то же время идут и кладут цветы к этому узурпатору, только, увы, к сожалению, это сегодняшняя сущность людей, живущих на территории Российской империи. И, к сожалению, те слова, которые говорят они о братстве, о дружбе народов, это просто-напросто таки пшик. Абинджит, а как, на ваш взгляд, что можно сделать? Действительно ли можно повлиять на мысли людей, если им предоставить... Может быть, просто люди не знают про сталинские репрессии. Может быть, кто-то даже... Я, кстати, вполне предполагаю, что, может быть, даже кто-то из тех россиян, которые приехали после 2014 года, может быть, они даже не знают про депортацию крымско-татарского народа из Крыма в 1944 году. Ну, вот так жизнь устроена. Может быть, люди там не... Им по телевизору об этом не рассказывают, там в школах они этого тоже не учили. Может быть, не хватает просто информации об этом? Ну, сегодня говорить о том, что не хватает информации, это просто, ну, честно говоря, говорить неправду. Потому что человек, если хочет что-то узнать, то информацию найти может. Даже далеко ходить не будем. Последний учебник, который выпущен в Крыму для школы, где говорится о коллаборационистах, крымских татарах, это уже много о чем говорит, что вся политика сегодняшней Российской Федерации говорит о том, о величии русского народа. Вот посмотрите, американский народ тоже, государство не говорит о величии американского там и английского там, или французского, немецкого народа. Они говорят о равных правах, о том, что человек является большой ценностью государства, и оно так и есть. А у нас же, увы, к сожалению, на бумаге пишется одно, вернее, это в России. Ну, а на самом деле совершенно другое. И кто-то может и не знать про депортацию крымских татар, но не знать о ГУЛАГе, не знать о том, что делалось во время Ленина, Сталина и далее, и то, что делается сегодня, и то, что делается сегодня в Российской империи, просто не знать невозможно. Понимаете, Абинджит, да, я тут, у нас наш формат просто не предполагает очень большой там дискуссии или разговора, но тем не менее, ведь есть же просто, понимаете, такой нарратив вот в современном российском обществе, точнее даже и в государстве, что вот была там Великая Отечественная война, про Вторую мировую войну мало кто вспоминает, про репрессии тоже мало вспоминают, то есть про историю помнят, но только вот про, допустим, про победы, что называется, да, вот вспомнят только про Вторую мировую войну, поэтому, может быть, и действительно так. Многие действительно уже объективно и не интересуются, и не знают. И ни репрессий, ни репрессий политических, ни репрессий против народа. На ваш взгляд, есть ли возможность такая, чтобы, чтобы об этом узнали все-таки, может быть, молодые люди, которые не интересуются политикой? На территории Украины, конечно, таких возможностей побольше, чем на территории российского государства. Вы же, наверное, знаете, последние законы, принятые Российской Федерацией, где воякам запрещается пользоваться смартфонами. Уже давно идет разговор о том, что где-то прикрыть интернет, чтобы он был под контролем российских спецслужб. И поэтому на территории России делается все, чтобы это нельзя было узнать. Ну, а в других-то местах это проще было бы узнать. Ну да, это... Самое главное — желание человека. Если человек интересуется, для него не безразлично, что происходит в государстве,
что творится вокруг, то они смотрят только этот зомбоящик, в котором говорится о величии русского народа, о том, что русские выиграли Великую Отечественную войну. Они рассказывают о том, что первые годы войны нас только снабжали судобекерами, самолетами и всем остальным американское правительство, и что в Великой Отечественной войне участвовали все, в том числе и украинцы, и белорусы, и крымские татары, и все остальные, то понятно, будет мысль то же самое, что будут ему показывать по этому ящику. Спасибо вам. Абминджит Сулейманов был на прямой телефонной связи с нами. Абминджит Сулейманов, член Меджлиса крымско-татарского народа и координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что поводом к ней стало проведение нескольких митингов на территории Крыма, посвященных годовщине, 66-й годовщине со дня смерти Сталина. Но меня также интересует вопрос, который я сейчас адресую нашему следующему участнику нашей сегодняшней программы, Петру Охотину, украинскому политологу. Петр, приветствую вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Петр, интересует меня такой вопрос. На ваш взгляд, возможно ли в современных условиях, в условиях 21 века и в таких странах, как Россия, и, может быть, даже и такой стране, как Украина, возможно ли повторение вот тех преступлений или построение такой тирании, которая из себя представлял Советский Союз времен правления господина Сталина? К сожалению, сейчас мы наблюдаем, что во всем мире есть кризис демократии. И это во многом связано с геоэкономикой и международной ситуацией. Например, долгое время стандартом так называемых прав человека был западный мир. Но в то же время стандарты государства общего благосостояния, равенства, демократии во многом были вызваны и произошли как реакция на перемены, которые делал в том числе Советский Союз. Если мы вспомним, то первая женщина-министр была Александра Калантай, это был Советский Союз. То есть долгое время такая была гонка за то, как человеку стать лучше. Но если мы посмотрим на карту сейчас, то мы увидим, что есть страны, где плохо относятся к женщинам, то есть им не дают тех прав, которые есть в западном мире. Набирает силу Китай, в которого также более ценностный подход авторитарный. И мало того, мы видим, что именно в Китае создается сейчас новая цифровая реальность, где люди имеют свой социальный рейтинг. И имея низкий социальный рейтинг, они не могут даже покинуть свою страну. То есть в данном случае, возможно, это не будет жесткая утопия в стиле Орвелла 1984, но это будет такая продуманная, хитрая, цивилизованная тирания в стиле нового дивного мира Олдоса Хаксли, когда люди просто будут рождаться в своем неравенстве. Это очень пугает. И если мы посмотрим на блогеров, что они пишут, на фантастов, то именно вот этот новый мир, где человек воспринимает свое неравенство как обычное, мало того, сам себя критикует за какой-то неуспех, считает новой формой рабства. Угу. То есть вы хотите сказать, что вот такого в классическом понимании, такого построения тоталитарного государства, как это было во времена Сталина в Советском Союзе, оно невозможно в условиях 21 века или возможно? Думаю, что все-таки попытки такие могут быть, просто они могут быть недолговечные. Примером такого зверства может, наверное, послужить исламское государство и то, что мы о нем слушали, когда просто могли брать людей в рабство, так званых саби, и дарить их солдатам, которые отличились в бою, просто отрезать голову тем людям, которые провинились. Но учитывая, что нет такого информационного голода, который был при Сталине, при Второй мировой войне, скорее всего, такая тяжелая, не мягкая форма диктатуры просто будет обречена, потому что людям будет невыгодно. Они будут видеть ту реальность, где все проще, где милей. Поэтому я все-таки думаю, что если и эксцессы зверств, массовых убийств будут, то они будут недолговечные. И это хорошо. Угу. Петр, еще один вопрос, если позволите. Меня интересует ответ на него, может быть, с практической точки зрения. На ваш взгляд, в Крыму появились памятники Сталина после 2014 года. На ваш взгляд, это как бы государственная политика поддержания такой памяти о господине Сталине, как об эффективном менеджере, или же это все-таки вот такая инициатива самих людей?
Ну, если мы вспомним все тирании и тоталитаризм, то там инициативы государства преподносились как инициатива людей. Гитлер любил референдумы, Сталин любил советы и съезды депутатов. Поэтому тут это надо понимать как хитрую манипуляцию государства. Сталин, культ Сталина, он прежде всего чужд человеку и его правам. Поэтому говорить о том, что это нравится людям, что это не государственная политика, не приходится. Ну и к тому же мы видим, что Сталин действительно делает эффективного менеджера, хотя он был неэффективный по традиционным таким вещам, по ключевых показателях. Но это государственная политика России, да. Понятно, спасибо вам. Петр Охотин, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжим нашу программу через несколько секунд. Но выводов сегодня, наверное, не будет. Кроме одного, вот я задаю себе этот вопрос, задаю его и вам, наши дорогие радиослушатели. Понимаете, прошло уже на самом деле 66 лет со дня смерти Сталина. До сих пор не озвучено российским руководством, сколько же людей на самом деле погибло от действий этого режима. Сейчас речь идет даже не о том, сколько погибло бездарно, например, во время Второй мировой войны, людей, которые попали в плен или были просто-напросто кинуты, были замучены и так далее. Нет, речь идет именно о жертвах режима, о тех людях, которых выселяли, которых морили голодом, которых сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря. Вот сколько их вообще пострадавших от этого режима господина Сталина. Эти жертвы продолжались и дальше. Они не закончились в 1953 году со смертью Сталина. Были и расстрелы, были и лагеря. Может быть, не такие жестокие, но все это было и продолжалось. И многие из нас думали, что все это закончилось там, в 1991 году. Но потом пришел 2014 год, и многие поняли, что все может вернуться. Это радио Крым Реалии на 105,9 FM. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. И это радио Крым Реалии на полуострове. Слушайте нас на 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте. И далее мы будем говорить о том, что же нам принесет завтрашний день. И что же нам принесет завтрашний день? Вот, я знаю, что во всяком случае принес 365 дней прошлого года, по словам господина Путина. За год российские спецслужбы разоблачили почти 600 шпионов. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин. Он, правда, не уточнил, о шпионах каких государств идет речь, есть ли среди них шпионы Австро-Венгрии, но, значит, добавил только, что среди них 129 кадровых сотрудников разведок и 465 агентов. По словам Путина, зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении и всеми путями ищут доступ к информации. В прошлом году российский президент заявлял о 72 разоблаченных кадровых сотрудниках иностранных спецслужб и почти 400 агентах. Ни в прошлом, ни в этом году президент России не упомянул о количестве разоблаченных российских шпионах в западных странах. Кстати, Андрей, как ты думаешь, вот что могут искать иностранные агенты в России, например? Секреты какие-нибудь? Даже вот не боюсь предположить. Но у меня на самом деле есть одно предположение. Там, не знаю, секрет какого-нибудь изготовления марочного боярышника. Ну, вот от которого просто... Рецепт, да? Ну, такой какой-нибудь тайный. Или, не знаю, что-нибудь там, скрепы как делать. Какой-то еще, может быть, рецепт. Но на самом деле это не было бы так смешно, если бы это не было так грустно, потому что неизвестно вообще, что с этими людьми, которые были задержаны в России по подозрению в шпионаже. Ну и, собственно говоря, продолжая военную тематику, в России запретили
использовать смартфоны на службе военным. Президент России Владимир Путин, опять он же, подписал закон, который запрещает военнослужащим пользоваться телефонами на посту. Также военным нельзя читать СМС, размещать в интернете информацию о себе и сослуживцах. Ни слова нельзя писать ни в СМИ, ни в соцсетях информацию, которая позволяет определить принадлежность к вооруженным силам России, местонахождение военных или их сослуживцев. Смартфоном можно только пользоваться, если это необходимо для выполнения военными своих обязанностей. Интересно, каких обязанностей? Да, но вот тут я хочу уточнить, что, скорее всего, недаром в России подписали этот закон, потому что именно во многом благодаря соцсетям российских военных украинские активисты и члены международных организаций расследований могут доказать присутствие российских военных на украинском Донбассе и во время аннексии Крыма. Потому что они фотографируют и потом выкладывают это в социальных сетях, да? То есть свое местонахождение иногда ставят геолокацию, и так, собственно говоря, удается доказать, что российские военные действительно присутствуют на территории Украины. Ну и вот сейчас, фактически, я скажу, это революционная новость для Крыма. Я точно уверен, что произойдет какая-то такая мини-революция на территории полуострова. Хостелы запрещены в многоквартирных домах. Об этом идет речь в принятом сегодня Государственной Думой законе. Согласно документу, хостелы, если вы не знаете, это такие мини-гостиницы, как бы общежития, но за деньги. Так вот, хостелы можно будет размещать в квартире многоквартирного дома только при условии, если она, во-первых, переведена в разряд нежилого помещения, то есть речь идет о первом и втором этажах и не более. И должен быть еще отдельный вход также в этот хостел, то есть нельзя через подъезд заходить, иначе это уже будет не хостел, это будет запрещено. Уполномоченный при российском президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов уверен, данный закон может вообще уничтожить сектор хостелов в гостиничном бизнесе. Хоть их и немного в регионах, всего 20-40%, но именно этот сектор поддерживает конкуренцию, стимулирует внутренний и международный туризм. И тут еще одно очень важное замечание. Дело в том, что хостелов, конечно, в Крыму не очень много. Но это, так скажем, место, это гостиница для небогатых или для тех людей, которые хотят тратить на отдых не очень много денег. Потому что, как правило, хостел – это комната на 6, 8, 12 человек, да, общая комната, но там есть все удобства, есть кухня и так далее. Но если человек либо приезжает на день-два, либо он готов с этим мириться, для него главная природа, он готов там остановиться. И тут получается один момент. Во-первых, есть такие хостелы и в курортных регионах в Крыму. И это означает запрет фактически на ведение бизнеса и одновременно удорожание. А во-вторых, этим же законом точно так же вводится запрет не просто на хостелы, да, а также на размещение любых туристических объектов таких в многоквартирных домах. То есть получается, что человек, даже если у него были какие-то апартаменты, он работал относительно легально, да, и сдавал их там туристам, то теперь получается, он должен эту квартиру вывести из жилого фонда, чтобы это была гостиница, а раз это гостиница, у него, значит, должен быть отдельный вход какой-то. Но это, опять-таки, получается только первый этаж, и это все очень долго. И получается, что я не думаю, что эти гостиницы, мини-гостиницы, такие в многоквартирных домах или хостелах, они прекратят свою работу. Нет, просто они будут работать нелегально, а к ним будут приходить чиновники за определенную мзду, скорее всего, будут решать каким-то образом, закрывать глаза свои ясные оченьки на эти, так теперь не вне закона эти объекты. Ну и стоит вспомнить, что вообще популяризация хостелов началась в Украине с 2012 года, практически с проведения чемпионата Европы по футболу, то есть большое событие, которое привлекло огромное количество туристов, в том числе и туристов бюджетного формата. А поскольку Крым сейчас не принимает больших мероприятий, как серая зона практически для всего цивилизованного мира, то, собственно говоря, и хостелы там, скорее всего, и не пользуются, наверное, особой популярностью. Нет, есть, Андрей, есть хостелы, есть люди, которые хотят, либо люди, которые не готовы тратить много денег, либо они хотят просто-напросто либо, может быть, у них просто нет этих денег, а хочется им приехать в Крым. Это второй момент. И третий момент, что самое главное, что фактически этим не только хостелы ограничиваются, но также любые гостиничные услуги в домах многоквартирных, либо даже в частном доме, но он у тебя по документам жилой дом, а тебе говорят, нет, он у вас должен быть нежилой дом. как если я в своем доме принимаю летом туристов каких-то, зарабатываю на этом, да, а зимой я там живу. Что ж, мне не жилой не жилой получается. В общем, будет очень интересно. Зато какие деньги, будут. Хорошо, к следующим новостям. И про туристов. Далее туристов и отели в Крыму обложат курортными штрафами.
Российские власти Крыма намерены наказывать всех нарушителей закона о курортном сборе. И его, напомню, будут взимать уже с 1 мая, то есть если вы хотите поехать на маевку в Крым, готовьте деньги. Законопроект о штрафах, которым хотят облагать отдыхающих и объекты размещения, внесен в Крымский российский парламент и будет рассмотрен на ближайшем очередном заседании. Если о цифрах, то с отдыхающего, который не захочет платить курортный сбор 10 рублей в сутки, он будет оштрафован на 500-2000 рублей. Для хозяев объектов размещения, которые обязаны взимать с туристов курортный сбор, штрафы будут достигать 15 тысяч рублей, а взимать курортный сбор будут в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте с 1 мая до 30 сентября до 2022 года. А вот Евпатория и Саки отказались брать курортный сбор. Сказали, нам вот штрафуйте сразу 2000 рублей. 2000 и приезжайте. Но вот смотри, интересно, что согласно прогнозам российского главы Министерства курортов Крыма Вадима Волченко, человек, который раньше руководил комитетом по информации Крыма, так вот курортный сбор должен приносить в бюджет аннексированного полуострова 40 миллионов рублей ежегодно. Он уже посчитал, он уже все деньги посчитал, наверное, вместе со штрафами. Уже даже поделил эти деньги, куда они дальше пойдут. Каждый год российские чиновники Крыма насчитывают какие-то миллионные, миллиардные прибыли, но не всегда в конце года они оказываются в казне. Вот. А теперь очень интересная новость из Севастополя. В Севастополе установят камеры слежения, точнее уже установили камеры слежения для того, чтобы следить за другими камерами слежения. Это гениально, мне кажется. Да, это сделали для того, чтобы вычислить тех, кто уничтожает камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. А все потому, что в Севастополе участилось количество повреждений стационарных и передвижных камер. Поэтому компания-производитель внедрила слежение за самими камерами при помощи других камер. Причем в режиме реального времени сигнал контролируют инженеры фирмы. По их данным, в 6 произошедших случаях вредительства атаковавших камеры нашли. Их действия стали предметом уголовного разбирательства. Установлены датчики удара и движения. Сейчас нанести повреждения камере и остаться безнаказанным не удастся. Да. Да, собственно говоря, да, скоро установят камеры, которые следят за камерами, которые следят за камерами, да. Да. Ну и еще одна интересная новость. Просил денег при помощи оружия. Школьник из станицы Ахтанизовская Краснодарского края открыл стрельбу по одноклассникам. Подросток хотел занять у детей денег, но после отказа начал стрелять в них из пневматического пистолета. 5 детей пострадали, у всех из них несерьезные ранения. Ранены подростки 9, 8, 7 и 6 классов. Как сообщают местные СМИ, администрация школы просила взрослых не разглашать информацию о произошедшем. Как сообщил РИА Новости глава Темирского района Федор Бабенков, ребята играли с пистолетом на перемене и стреляли по банкам на территории учебного заведения. Ну вот, собственно говоря, только недавно случилась трагедия в Керчи, и дети вот спокойно играют с пневматическим пистолетом на территории школы. Да, будьте, кстати, осторожны. Бешеные звери — угроза аннексированного полуострова. С начала 2019 года в Крыму зафиксировано 11 случаев бешенства диких и домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю. Бешенством уже заболели 3 собаки, 2 кота, 3 волка и 3 лисицы. Из-за этого карантин ввели в Симферополе и в некоторых селах Раздольненского, Джанкойского, Красногвардейского, Черноморского и Симферопольского районов. Самые важные новости ежедневно с понедельника по пятницу в программе «Крымский вечер» на 105,9 FM. С вами были Александр Янковский, Андрей Гевко. Всем доброго.